Рахмон подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Таможенная служба Республики Таджикистан проведет опрос среди трансграничных торговцев. МВД даст денежное вознаграждение за информацию о беглеце из СИЗО. Россия и Таджикистан взаимно признают сертификацию о вакцинации от коронавируса. Президент Таджикистана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан республики 1995-2004 годов рождения на военную службу. Об этом передает пресс-служба президента. В соответствии с указом осенний призыв в армию начнется 1 октября. В ряды вооруженных сил Республики Таджикистан будут призваны граждане мужского пола, достигшие ко дню призыва 18-летнего возраста, а также старших призывных возрастов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Ранее сообщалось, что Министерство обороны Таджикистана предложило ввести наказание за публикацию недостоверных и безосновательных сведений об армии и процессе призыва, в том числе за видеозапись моментов так называемой облавы на призывников. В Минобороны эту информацию подтвердили и сообщили, что проект этой поправки в закон представлен на рассмотрение. Его цель – не допустить дискредитацию службы в таджикской армии. По сообщению источника, распространение любой ложной информации среди населения ослабляет доверие народа к армии и негативно сказывается на престиже и обороноспособности страны. В сентябре-октябре 2022 года группа Всемирного банка в сотрудничестве с Таможенной службой Таджикистана проведет опрос по телефону среди трансграничных торговцев и таможенных брокеров в Таджикистане с целью восполнить некоторые существующие пробелы в знаниях в отношении специфических барьеров, с которыми сталкиваются женщины при осуществлении трансграничной торговли в Таджикистане. Как сообщили в Таможенной службе Республики Таджикистан, также путем телефонного опроса планируется исследовать торговую среду через призму частного сектора, особенно в части упрощения процедур торговли. Следует отметить, что данные исследования финансируются правительством Японии в рамках партнерства инвестиций в качественную инфраструктуру. С торговцами, которые были отобраны методом случайной выборки, свяжется местная исследовательская группа и попросит их принять участие в телефонном интервью. Ожидается, что в среднем интервью продлится около 30 минут. Эти интервью позволят исследовательской группе Всемирного банка выявить недостатки, с которыми сталкиваются трейдеры, а также ведение трейдеров для устранения этих недостатков. Полученные ответы будут использованы только в исследовательских целях и будут полностью анонимными и конфиденциальными, сообщили в таможенной службе. МВД Таджикистана опубликовала фото сбежавшего из Душанбинского СИЗО 35-летнего Ахмадбека Саидова и попросила содействия граждан в поимке беглеца, в обмен пообещала денежное вознаграждение за информацию о его местонахождении. Как сообщил сотрудник МВД Хатлонской области на условиях анонимности, фотография сопровождается краткой информацией о беглеце. Ахмадбек Саидов, житель Джамуата Зарга района Кушайон Хатлонской области, подозревается в совершении разбойного нападения. Граждане могут предоставить информацию о его местонахождении на конфиденциальной основе и получить за это денежное вознаграждение. 35-летний Ахмадбек Саидов совершил побег из одного из следственных изоляторов в Душанбе в ночь с 18 на 19 августа этого года. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о заключении соглашения с Таджикистаном о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с таджикистанской стороной о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, говорится в распоряжении правительства. Сам документ о вакцинации должен быть на двух языках – это государственном, выдавшем стороны, и английским. Он должен содержать фамилию, имя, отчество вакцинированного, QR-код и данные документа, удостоверяющего личность. В феврале аналогичное соглашение также было подписано с Казахстаном.